Он платил 200 рублей в казну добровольчества, взнос свой, членский взнос. Это огромные были деньги. Так в царские времена относились к пожарному добровольчеству, историю которого поведал ветеран ВДПО Юрий Сухорученко. Сам он дважды возглавлял отделение добровольного пожарного общества в Коми, покинул пост в 2016 году. Он первый в России, кто получил знак почетного члена Всероссийского пожарного общества за многочисленные заслуги. Вот это помещение мы строили, наша организация. Нам дали тут землю исторически такого, мы забили первые сваи, а находились строители в таком балке. Но мы не только, мы занимаемся большими работами. Мы заряжаем огнетушители, проводим все противопожарные работы. В этом году ВДПО в регионе отпраздновало свое 60-летие. За это время наладили производство, выполняют все виды противопожарных работ. Вырученные средства позволяют исполнять главную миссию общественной организации. Это предупреждение пожаров, обучение взрослых и детей правильному обращению с огнем. В каждой школе есть дружины юных пожарных. С 2002 года, Юрий Михайлович, мы все время с вами вместе. Вот такие социальные партнеры дают очень много. Я могу сказать лишь только то, что в моей школе из 256 ребят ни один не состоит на учете как трудный подросток, как трудный ребенок. Сейчас в регионе более 7 тысяч пожарных волонтеров. Работают 5 отделений: Сыктывкар, Воркута, Сосногорск, Ухта, Кайгородок. Не только привлекают, но и обучают добровольцев. На их помощь всегда рассчитывает профессиональная пожарная охрана региона. У нас республика специфичная, очень большая площадь, населения не так уж много. Из-за этого во многих районах, отдаленных поселках, деревнях нет никакой пожарной охраны. И там созданы дружины добровольных пожарных, которые оснащены пожарной техникой, мотопомпами, которые самостоятельно до прибытия основных сил и средств могут тушить пожары. Отдельное направление – пожарно-прикладной спорт. В ВДПО Коми проводят соревнования для участников со всех районов. Есть и сборная детско-юношеская команда республики со своими тренерами. По северо-западу ребята стабильно вторые. Я занимаюсь пожарно-прикладным 3 года. Из достижений в прошлом году ездили на чемпионат мира, заняли там 3-е место, общекомандное. Каждый год стабильно выезжаем зимой на зимний чемпионат, город Киров, на Кубок Вятки. В том году мы сборной юношеской выиграли Московскую область, да, которая 8 лет уже непобедимой является. Для подрастающей смены пожарно-прикладной спорт – это не только возможность показать себя. Многие уже готовы связать свое будущее с работой в МЧС или противопожарной службе. И уж точно каждый готов пополнить ряды добровольцев России. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.